Алина Гомзикова из Луганска в числе прибывших в Абхазию беженцев. Девушка находится на 7-м месяце беременности. Вся родня Алины, родители, муж, дедушка остались в родном городе. Вдали от дома тяжело, но люди верят в лучшее. Мы как бы уже с такой ситуацией, как у нас в городе случилось, сталкивались. Но, конечно, в этом году мы не ожидали. Было очень страшно. Мы очень быстро собрались. У нас было буквально пару часов на это. Приехали. Но надеемся, что у нас все решится, все хорошо будет. И тут, конечно, нам все, что необходимо, нам дали. Медицинскую помощь предложили. То есть МЧС тоже подходили, говорили, что там обращайтесь, если вдруг нам нужна будет помощь. В общем, всем необходимым нас обеспечили. Я дома успела пройти все необходимые анализы. У меня как бы декретный отпуск, поэтому пока в такой как бы неотложной помощи я не нуждаюсь. Но я думаю, если у меня что-нибудь случится, то я обязательно обращусь к врачу. Ярослава Аргунова тоже приехала одна, оставив семью дома. Говорит, расставание было тяжелым, но радушный прием немного смягчил эмоции. У меня там родственники все, мать осталась, сестра, брат, муж у меня работает сотрудником МЧС, тоже все сейчас там на боевых действиях. Каково было их оставлять? Честно, никто не думал, что так будет, но мы надеемся на лучшее, и, конечно, тяжело. И сегодня ходили в храм на территории к вам, молимся, заказываем записочки, свечи ставим, чтобы все там, дай Бог, наладилось. И большое спасибо за прием, за то, что протянули руку помощи. Обогрели, накормили, люди добрые, все, что нужно, сразу отзываются. Всего из Донецкой и Луганской народных республик в Абхазию прибыло 93 человека. Среди них более 50 детей и 1 пенсионер. Их разместили в пансионате «Айтар», где созданы все необходимые условия. Беженцев посетили министр здравоохранения и министр по чрезвычайным ситуациям. Все, что необходимо с точки зрения медицины, вся медицинская помощь будет оказана на территории Республики Абхазия. Я вижу, что у вас много детишек здесь. Мы определили кураторов, которые будут от Министерства здравоохранения. Здесь будут непосредственно находиться наши тоже сотрудники МЧС и Минздрава. При необходимости в любое время на связи. Представители МЧС будут дежурить на территории пансионата в течение всего дня. В вечернее время будет заступать охрана. Машина скорой помощи будет дежурить здесь. У нас будет здесь фельдшер, который они будут меняться. Мы сейчас обсудим вопрос, нужно ли, чтобы это было круглосуточно, потому что здесь тоже есть медицинская служба своя внутренняя. С лекарствами, с медикаментами тоже нет проблем. Я только что был у премьер-министра, были вопросы, касаемые там питания, я имею в виду детское питание, там коляски и так далее. Этот вопрос тоже уже... это не от МЧС, я имею в виду, а руководство уже вопрос этот практически решен. Массовая эвакуация гражданского населения ДНР и ЛНР была объявлена в связи с обострением ситуации в зоне конфликта. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Эсма Голандзе, Инала Гухава, Абхазское телевидение.